Наибольший урон сельхозпредприятиям стихия нанесла в Назрановском и Сунжинском районах. Аграрии делятся бедой с вице-премьером Магомедом Гогиевым и министром сельского хозяйства. Весь масштаб последствий града еще предстоит подсчитать. С такой целью и проводится совещание. По итогам встречи создадут специальную комиссию, которая будет заниматься вопросами определения размеров ущерба от стихии. Сильно пострадал Назрановский район, частично задет Сунжинский район, горная часть, частично Карабулак и городская часть города Назрань, там, где у них посевы были. И цифры сейчас, предварительные цифры, где-то порядка 7 тысяч гектаров. Но она может и измениться в сторону увеличения, и в сторону уменьшения. Комиссия поработает, и мы будем готовы доложить через 2 дня главе республики результаты этой комиссии, работы этой комиссии. Тем временем сотрудники МЧС организовали акцию в помощь семьям, чьи дома наиболее пострадали в результате стихии. Им привезли шифер. Первую такую подмогу получает семья Хамхоевых. От сильного ветра с градом крышу их дома буквально изрешетило. И теперь погода в доме зависит от капризов природы. На очереди улица Ингушская. Каждый второй дом здесь также сильно пострадал в результате града. И эта помощь для жителей большая подмога. Мы планируем охватить более 10 улиц и помочь более 30 семьям. Пострадавших от града жителей Икажева навестили и чиновники. Заместитель председателя правительства Заудин Даурбеков вместе с главами района и села лично осмотрели поврежденные дома и пообщались с жителями. От удара стихии больше всего пострадали именно икажевцы. В каждом населенном пункте будут созданы специальные оперативные группы, комиссии, которые зафиксируют конкретно по адресу, по конкретному лицу, по юридическому, по физическому лицу нанесенный ущерб. И в рамках действующих нормативных актов Республики Ингушетия будет рассматриваться вопрос о возмещении причиненного ущерба. На сегодняшний день я уже получил от населения более 300 заявлений об оказании помощи. Нам поставлена задача главой Республики Ингушетия оказать всяческую помощь населению, которое пострадало от ливневого дождя и града, и мы приложим все усилия оказать помощь нашему населению выполнить поставленные задачи. В результате сильных ливней с градом, накрывших регион накануне, сразу в нескольких населенных пунктах оказались повреждены кровли частных домов. Также пострадали и автомобили. Дожди с градом и шквалистым ветром по прогнозу Ингушского гидрометцентра ожидаются местами и в ближайшие дни. В МЧС просит жителей быть более бдительными и соблюдать правила безопасности. Юсуп Гелесханов, Хаваш Гойгов, Адам Далаков, Новости 24.